В 2012 году местным жителям Горемовича Олеся Петровича на территории Нюрбачанского наследия, 18 километров западнее Нюрбы, 3 километров северо-западнее устья речки Саян, в местности Хомустах, на поляне был найден бронзовый топор кельт, который в дальнейшем он передал в фонд Нюрбинского музея. Топор изготовлен методом литья из бронзы, состав которой пока не изучен. Кельт втулчатый, сечение имеет клиновидную форму, высота кельта 15 см, ширина лезвия 4 см. Кельт относится к типу безушковых, украшенных линиями, треугольными фестонами и глазками. Почти вся поверхность топора имеет следы забитости и вмятины. Лезвие сильно затуплено. Орнамент сибирских кельтов, по мнению академика Окладникова, перенят от китайских времен династии Ин 17-11 века до нашей эры. Все детали инских кельтов образовались из различных вариантов изображений мифического чудовища Тао-Тия, сакады, жаб и других существ. Сибирские кельты сохранили членение орнаментальной плоскости на две половины, свисающие треугольники и отделяющие их от верхней части горизонтальную полосу. На таежный кельт были перенесены даже глаза чудовища Тао-Тио в виде двух симметрично расположенных кружков с точкой внутри. На территории Якутии находки бронзовых изделий эпохи полиметалла единичны. Общее их количество едва превышает 20. За все время археологических исследований в Якутии был найден только один бронзовый кельт Муринский, обнаруженный разрушением погребений у поселка Мурия Ленского района. Остальные кельты являются случайными находками. Возникает вопрос о происхождении нюрбинского кельта. Аналоги его встречаются на территории лесной или степной зоны Красноярского края, но полных соответствий нет. У нюрбинского кельта боковые стороны почти прямые, размер его крупный. Кельты таких типов синхронизируются с раннетагарским временем 7-6 веками до нашей эры. Тагарская культура – это археологическая культура Южной Сибири, связанная со скифо-сибирским миром. Красноярский археолог Перевалихин появление на территории Якутии бронзовых кельтов связывает с проникновением сюда из Северной Перенгария носителей сипанской культуры, которые также являются частью скифо-сибирского мира. Якутский исследователь раннего железного века Степанов Александр Дмитриевич относит ряд бронзовых изделий скифского и раннесарматского времени, найденных в Якутии, мурийский кельт, укуланский меч, котлы и другие предметы, синхронными сипанской культуре. Сезон 2014 года сотрудникам отдела археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОРАН совместно с работниками Нюрбинского музея было обследование места находки кельта. В результате выяснено, что кельт найден на позднеякутском поселении 18-го начале 19 века. Возможно, кто-то из обитателей поселения случайно нашел этот топор и принес его себе домой. Следы забитости и вмятины на поверхности кельта явно свидетельствуют о попытках проверки прочности металла. Таким образом, можно сделать вывод, что нахождение на среднем Вилюе бронзового кельта раннетагарского времени связано с проникновением сюда носителей сипанской культуры раннего железного века из Северной Перенгария, а сам кельт, по-видимому, датируется 7-6 веками до нашей эры.